Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто вас именно сейчас ищет, пытается найти? Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте вместе посмотрим, кто же вас ищет, кто пытается найти. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ну, тут ваше прошлое выходит. Прошлое. Мои хорошие, отсыпочка у нас общая. Пожалуйста, чужого не берите, но и свое не пропускайте. Человек, мужчина, с кем у вас в прошлом была очень сильная связь. Вы прям друг друга чувствовали. Но что-то не позволило вам соединиться и быть вместе. Под какие-то обстоятельства. Может быть, вы не свободны были, может быть, он не свободен был. Может быть, действительно кто-то из вас там в одном месте жил, далеко от другого. Симпатия очень сильная между вами была. Какое-то притяжение, как магнетизм был безумный. Тянуло очень сильно. И вас к нему тянуло, и его к вам тянуло. Но между вами как будто бы особо ничего и не было. Либо если и была связь, то прям совсем коротенькая, но очень яркая. Вот сколько бы лет ни прошло, ни вы этого человека не забыли, ни он вас не забыл. Я даже больше скажу, он точно уже и не забудет. Вот. По поводу вас там, может быть, будет какая-то корректировочка, но не у всех, не у всех. Знаете, вас, скорее всего, по поводу этого человека часто мучил вопрос. Ну вот, а зачем я, в принципе, его встретила? Ну вот для чего? Вроде как особо ничего не случилось. И там друг другу, допустим, там в чувствах не признались. Но зачем я его встретила? Почему забыть не могу? Почему так сердце ноет и болит? Почему его так сильно не хватает? Кстати, он еще и в мечтах ваших какое-то время жил. Ровно так же, как и вы в его мечтах жили. Вот и у него точно такие же вопросы были. Но это прошлое, это явно прошлое, причем такое достаточно давнишнее прошлое. Может, вместе работали, может быть, вместе учились, может быть, даже вместе чем-то занимались. Ну, я имею в виду там спорт. Очень сильное притяжение. Прям, знаете, как родная душа. Ощущение родной души. Вам с ним было очень тепло и комфортно. И ему с вами точно так же было. Но вот как не решились. Ни он не решился, ни вы не решились. А потом как потерялись. Либо как-то резко все произошло, что вы в одну сторону, да, вас закрутила жизнь, а он в другую сторону закрутила жизнь. Но он вас никогда не забывал. Что бы с ним в жизни ни происходило, он вас никогда не забывал. В жизни этого человека были очень тяжелые времена. Я бы даже сказала, как, ну вот как по грани ходил. Да? И выжить ему помогли именно мысли о вас. Вернее, надежда, что когда-нибудь он вас встретит. Может быть, действительно вы фамилию поменяли и действительно живете уже давным-давно в другом месте. У него очень мало информации, либо информация только лишь из того времени, когда вы общались. Понятно, что там девичья фамилия, все дела. Вот. И ищет, искал и будет вас искать, девочки. Будет искать. Но судьба подарит ему шанс вас увидеть. Ровно так же, как и вам подарит шанс увидеть этого мужчину. Он очень сильно поменялся. Вы тоже поменялись, но вы поменялись, вы как расцвели. Вы даже не просто расцвели, вы в лучшую, скажем так, пору своей жизни вошли.
Опять же, вы умеете за собой ухаживать, вы какие-то свои женские вот штучки наработали. Вы желанная женщина, вы действительно вот, ну, расцвела, роза расцвела, вот так можно сказать. А его жизнь очень сильно побила, помыдарила, и он сейчас выглядит гораздо старше, чем ну, вот его возраст, да, по паспорту. Плюс у человека, скорее всего, ну, мне почему-то кажется, что какое-то ранение, хотя, может быть, и какой-то несчастный случай произошел. Что-то у него как дефект какой-то появился. Либо какая-то часть его тела не совсем правильно функционирует, а может быть, вообще не функционирует. Как... Но у кого-то отыграется, что, может, даже инвалидность у человека есть. Почему-то идет ранение, не знаю, ранение. Но он совсем другой, и жизнь тяжелая у него очень была, тяжелая. Она его обогатила вот в плане эмоций, в плане там, умения понимать, принимать, сочувствовать. Ценность жизни он понял целиком и полностью, в чем смысл, да, жизни. Вот это он все понял. И чем старше он становится, тем больше усилий он прикладывает к тому, чтобы вас найти. Сейчас между вами действительно очень серьезный разрыв, вы прям очень друг от друга далеко находитесь. Но это не проблема. Это не проблема. Я вижу, что придет то часто время, когда у вас встреча вот совершенно случайным образом состоится. Он вас больше ищет по старым связям, по старым общим знакомствам. Но это как-то совсем неэффективно. И еще ищет в соцсетях, но, скорее всего, ищет, опять же, по старым данным. Вот как он запомнил, так он и ищет. И тоже как-то совсем неэффективно. Может быть, вы даже там, не под своим именем в соцсетях, а под каким-то никнеймом. Либо он пишет, там, например, в поиске кириллицей, а вы написали там латиницей, допустим, свое имя. Ну, ищет девочки. Он обязательно вас найдет, так же, как и вы. Обязательно с ним встретитесь. Здесь будет дарована встреча вам. И на этой встрече будет очень важный разговор. Мужчина вас просто вот ошарашит своим каким-то признанием и плюс еще каким-то предложением. Не буду говорить каким. Тут у каждой по-своему отыграется. Но это будет, это впереди. Вы его увидите, не узнаете. Он вас увидит, сразу узнает. Так мне идет. Потому что он очень сильно поменялся. И от ваших воспоминаний, либо образа ваших воспоминаний, там и следа не осталось. Как-то вам даже его жаль станет, да, что его жизнь так побила, помытарила, и он до сроку, как говорится, состарился. Но душа у него по-прежнему молодая, и еще раз говорю, он стал богаче. Богаче как и в прямом смысле слова, так и в переносном. То есть он понял, в чем смысл жизни. Какая-то жизнь у него прям очень сложная, но интересная была. Встреча у вас будет, встреча у вас идет. Давайте так, точный срок я вам не скажу, но в течение полугода встреча точно состоится. Прям совершенно случайно все это будет выглядеть, но судьба ведет. Судьба. Он вам очень обрадуется, прям накинется на вас, вот счастливый накинется. Он же вас только искал. А вот вы, как я сказала, да, не узнаете и немножко будете в шоке находиться. Потом, когда поймете, кто он такой, еще больше будете шокированы. Так сложно будет поверить, что это тот, кого вы когда-то знали. Но этот человек не просто так идет, не просто так судьба позволит вам встретиться. Он, по идее, вот как я вижу, какое-то дело для вас должен сделать, либо на что-то вам глаза открыть. Ну, либо дело, либо глаза. Хотя одно другого не исключают. Что-то он должен для вас сделать. Как какую-то роль сыграть. Очень похоже на помощь. На помощь. Помощь, в которой вы очень нуждаетесь. И вот как будто бы никто больше в мире не может помочь. Только он может помочь. Но сами видите, его фигурка такая достаточно странная.
Встреча точно будет. Встреча будет. Помощь будет. Тройку рисуют. Я так понимаю, что контакт все-таки какой-то вы будете поддерживать. Но тройка — это друзья на самом деле. Друзья, общение дружеское. Двоек я не вижу, тройку вижу. Ну и опять же, если вы сейчас в семье, если у вас муж есть, да, то какие там двойки. Опять же, это события давно минувших дней. Вы опять эту связь почувствуете. Вот это родство, которое чувствовали раньше. И он почувствует, и вы почувствуете. Встреча будет. Полгода. Кто-то раньше встретится, кто-то позже. Но в данный период времени вы очень далеко друг от друга находитесь. Очень далеко. Но встреча у вас точно состоится. Опять же, он вас найдет. Вот это его желание вас найти. И он вас найдет. Так, идем дальше. Прям почему-то грустно стало. Не знаю, девочки, мне почему-то прям очень-очень грустно стало. Вот смотрю на его фигурку, его жалко, что у него жизнь такая тяжелая. Какая-то прям грусть легла на плечи. Его ли это грусть, либо ваша грусть. Может быть, вы поняли, о ком я говорю. Ну, прям совсем так тяжело стало. Ничего, встреча состоится. Все будет. Еще все будет. Но с вашей стороны точно тройка. А с его стороны, видите, как дерево наполовину обгоревшее. Ну, поживем увидим, поживем увидим. Значит, встреча эта нужна. Что-то он для вас делает. И поверьте, все это не случайно и не просто так. Через такой промежуток времени, через такой срок встретиться. Да. Кстати, еще один момент немаловажный. Вот у кого-то отыграется. Может быть, вы считаете этого человека погибшим, как будто бы его нет. Может быть, вам кто-то сказал, что его уже нет, причем там давненько нет. А кажется, что вот он, пожалуйста, только очень сильно изменился. И так тоже может отыграться. Ну, встреча, как говорится, не за горами, да, все сами узнаете, сами расспросите. Так, еще кто вас ищет? Вот этого, видите, товарища на улитке катается. Очень медленный кто-то, очень медленный, но при этом очень эффективный. С левой стороны. Здесь очень похоже на какого-то специалиста. Специалист, человек, который что-то делает профессионально. Может быть, даже какой-то чиновник. Вот. На улитке ездит очень медленный человек. Может быть, этот человек вам в свое время там в чем-то отказал, либо поставил вас в лист ожидания. Теперь он ищет ваш контакт, да, для того, чтобы что-то для вас сделать, да, какую-то услугу оказать. Ну, либо действительно очередь ваша подошла. Ну, на улитке ползает. Тут прям очень медленный товарищ. И ищет он, кстати, вас тоже очень медленно. Но человек очень эффективный. И если человек что-то должен для вас сделать, либо что-то пообещал, то, поверьте, на лучшем уровне сделает. Скорее всего, здесь как-то вызовут вас, да, вызовет он вас на встречу, где вы будете уже конкретно что-то обсуждать. Кстати, очень обрадуетесь тому, что этот человек с вами свяжется. Очень обрадуетесь. Ну, видите, как в жизни иногда бывает. Ну, на улитке ездит, это очень долго будет все тянуться. Но эффективно. Да? Тут следует подождать, да, не стоит форсировать события. И поверьте, что этот человек действительно не подведет. Так, с правой стороны, ну тут женщину показывают. Причем так странно показали, что она к вам руки тянет, и вы к ней руки тянете. Но это подруга. Подруга. И еще один момент, который меня смущает. Здесь какой-то запрос есть. Ваш запрос, желание. И у нее такой же запрос, желание. Вы ее хотите найти, встретить, а она вас хочет найти, встретить. У одних отыграется, что это ваша подруга, например, там, когда-то вы дружили, общались. А у других отыграется, что это лишь только ваша будущая подруга. Ну, например, вы сейчас одиноки. И вы хотите найти настоящую подругу, хорошего, доброго человека. И она также одинока и тоже хочет найти настоящую подругу. Но здесь встреча будет.
знакомства, либо встречи при очень странных обстоятельствах. У одних, значит, отыграется встреча на просторах интернета, потому что провода вокруг вас, птицы и провода. Ну, допустим, если вы когда-то раньше дружили, то вы друг друга в интернете найдете. А если это новое знакомство, встреча, то здесь, скорее всего, в каком-то месте, где много, ну, давайте так, на офис похоже, конечно, но может быть и почта, и какое-то учреждение, где вот много телефонных звонков, где постоянно заходят, выходят люди. Вот такое место. Там как место знакомства идет. Но с правой стороны шикарное событие, которое очень благотворно повлияет на вашу жизнь. Если вы свою бывшую подругу найдете, то вы опять будете дружить. И дружить лучше, чем прежде дружили. Как никогда будете близки и действительно и в огонь и в воду, как говорится. Но как-то на расстоянии вы будете, но очень близки. А если это новый человек, новая подруга, то ну, вы прям не разлей вода. Не разлей вода, и даже, возможно, со временем, либо так окажется, что вы где-то прям совсем рядом с друг другом живете. Вы прям чуть ли не 24/7 вместе будете проводить. Очень быстро сблизитесь. И прям почувствуете, что вы отражение друг друга. У вас даже мысли будут сходиться. Хороший на самом деле знак. Хороший. Если мечтали встретить настоящую подругу, то вы ее совсем скоро встретите. Да, вы дружили в прошлом, и были у вас подруги, но вот именно такого качества подруг у вас никогда не было. Здесь и подруга, и мама, и сестра, и все в одном флаконе. Понимаете? Ну и вы для нее такой же роднулечкой станете. Кстати, женщина может быть немножко постарше, чем вы по возрасту. Ну, либо, знаете, как возраст души может быть, да, чуть постарше, ментальнее старше. Вот, она о вас еще и заботиться будет. Вот. Посмотрите, как мамочку включит, так еще и заботиться начнет. Но мне нравится эта картинка. Мне нравится. Вот из этих 3 фрагментов, вот этот фрагмент, он самый теплый идет. Самая теплая энергетика от него. У вас действительно появится настоящая верная подруга. Мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.